Этого дня жители Троицкого ждали давно. И вот, наконец, детский сад «Город детства» сегодня принимает своих первых воспитанников. К знакомству с детским садом готовятся не только дети, но и родители. Руководство дошкольного учреждения утверждает, малыши здесь будут как дома. И действительно, несмотря на то, что дети здесь впервые, они уже успели познакомиться и присмотреть любимые игрушки. Мне нравится машинка. Машинка нравится? Да. А ты успел поиграть? Ну-ка покажи свою любимую машинку. Вот это? Да. А чем она тебе нравится? Потому что она нравится мне, потому что она крутая. Несколько часов до официального открытия. Кто-то в игровых комнатах, другие вовсю готовятся к выступлению. Сегодня они главные гости. С самого утра, значит, нужно просыпаться. Город детства нам пора. К официальной части прибыл руководитель региона. Махмуд Али Калиматов по традиции первым делом обходит прилегающую территорию, оценивает качество проведенных работ. Серьезных замечаний к подрядчикам у главы не возникло. Впрочем, как и внутри здания. Это вот по стандарту, да? Здесь. Мало шефов. Вот девочки, Да, общем. Ну как здесь техника у вас? Полностью рабочая, да? Да. У нас на департамент пока. Ну так у нас пока идет адаптационный период, поэтому сегодня еды и продукты как-то нет. Понедельника будет действующий. А так, да, вся Все техника. работает, да? Вода здесь горячая, холодная. Да, услуги хорошие. Слова благодарности сегодня звучат из уст самих виновников торжества – детей. Они адресованы всем, кто принимал участие в строительстве. Открываем мы сегодня наш любимый детский сад. День сегодня самый важный. Не надо больше нас мамам бежать куда-то по утрам. Спасибо, скажем дружно вам. Глава региона подчеркнул, что открытие каждого детского сада в селениях – стратегически важный вклад в воспитание будущего поколения. Великолепное здание, великолепное помещение. Очень красиво. Но все это сделано для вас, дети. Все это, чтобы вам было здесь уютно. Ну, как дома себя чувствовали. Потому что даже сегодня, слушая ваши стихотворения, номера танцевальные, это развитие. Это развитие духовное. И вы набираете здесь больших, добрых для будущего, для вашей жизни основ. Я очень хочу поблагодарить строителей, строительную компанию, которая это сделала. Хотел бы, чтобы здесь сохранялась вот эта вся красота строительной культуры, которую вот я вижу, чтобы это было. Я хотел бы, чтобы воспитатели не уставали от детей. Я хотел бы, чтобы глава района, глава сельского поселения иногда заходили сюда, уделяли внимание прекрасным детям. Шелхоза иногда что-то. Поэтому я не знаю, не буду я тут такие речи говорить. Просто хочу сказать, мы будем создавать условия, и условия, в которых находится ребенок, в последующем и школа, школьник. Смотря этим условиям, он и воспринимает с каждым шагом, с каждым днем, годом жизнь, мир этот. Поэтому, я не знаю, Дикмай Камадуалтус, мяш могут молчу. Вот, радуйте родителей, слушайтесь воспитателей. Вот. И я думаю, что у вас прекрасное, доброе будущее. В детском саду есть все для всестороннего развития ребенка. Предусмотрены актовые и спортивные залы, кабинеты для занятий, спальные, медицинский блок, компьютерный класс. Для воспитанников закупили спортинвентарь, игрушки, оборудовали городок для изучения правил дорожного движения. А во дворе раскинулись детские площадки. Как вы видите, у нас красиво. Мы очень рады нашим детишкам. Есть полно оснащенный пищеблок, есть медблок. Весь штат образованный, грамотный.
молодые перспективные девочки у нас. Детский сад рассчитан на 220 мест. Есть 4 ясельных группы. Они будут заниматься на первом этаже. Средняя и старшая группа на втором и третьем этажах. Помимо всех образовательных процессов в детском саду будут проходить спортивные и культурные занятия. Например, вот этот зал предназначен для уроков танцев. Здесь будут учить лезгинки. Но и тут же организован этноуголок, чтобы малыши с детства изучали быт и обычаи предков. У Айны Хамхоевой сегодня 2 праздника. Она и дочь привела в детский сад и первый рабочий день отметила. Женщина не понаслышке знает, как усложняла жизнь отсутствие детского сада. Старших детей приходилось возить в соседний город, а только 3-го смогла устроить в родном селении. Это событие, которое очень ждали все, особенно наши дети. А сегодня наши детки получили очень красивый свой новый светлый дом, в котором у них будет проходить большая часть жизни. Пусть эти светлые коридоры и комнаты наполнятся радостью и теплом. А воспитанникам и воспитателям желаю здоровья и счастливых дней. Троицкое – самое крупное сельское поселение Сунжинского района. Здесь проживают около 25 тысяч человек. Почти четверть из них – дети. Открытие этого сада существенно облегчает, но не решает полностью проблему нехватки мест. Садики нам очень важны. У нас запланировано до включительно 2024 года еще 3 садика должны построить. Сегодня хочу сказать большое спасибо от себя и от всех жителей нашего населенного пункта в связи с тем, что открывает такой большой садик. Это нам нужно на 220 мест. К решению проблемы с нехваткой мест в детсадах взялись основательно. Только в 2020 году в регионе построено 12 дошкольных учреждений. В 2021 планируют открыть еще 9 новых детсадов, почти на 2000 мест в рамках реализации национальных проектов. Муслим Ганиев, Майырбек Миржоев. Новости 24.